Ирина, скажите, пожалуйста, как давно вы начали писать стихи? Если единично, то где-то примерно в средних классах школы средней. Если более-менее уже осознанно и стихи похожи на стихи, они просто срифмованные, какие-то палка-галка, образно говоря, то это, конечно, уже в более зрелом возрасте, после того, как поступила в университет. Ну, а развилось это именно уже после того, как университет окончила. Инвалидность вы когда получили? С детства я инвалид детства. С детства? Это в каком возрасте? Это 3 года. Когда Ирине было 3 года, да? Да, да, да. Да, она болела воспалением легких, сделали пункцию, занесли инфекцию и сказали, что врожденная она такая. И все, это было бесполезно уже. Кому-то надо было лечить и ставить на ноги. Все, мы ездили, я лечила везде, всюду, каждый год в санатории, это все, да, нам путевки давали. Мы получали путевки, у нас сложности на этом не было. По сей день мы тоже путевки получаем. У нас есть это. Ну, лечение неплохое, и здесь к нам, я не буду обижаться, врачи хорошо относились и относятся. Это все время было, как-то доброжелательность была. Там ей делали операцию, тоже хорошо сделали, все были хорошие врачи. И ну, вот так сложилось, что она не может, еще не заставляет она себя ходить. Это, ну, главное, что интеллект у нее не нарушен был. Все, в школу мы ходили, очень хорошо в первой школе относились все. Сейчас до сих пор, вот какие ее учителя учили, она общается с ними, мы перезванимся, встречаемся. И так же самое в университете хорошие учителя, это преподаватели были, мы очень хорошо относимся, всегда даже и перезваниваемся, даже что-то надо и спросим, и Да, все. Нас от людей мы добро получаем, у нас никогда не было что кто-то виноватый. что кто-то виноватый и что-то нас не устраивает. Всегда все хорошо относятся к ней. И если по какой-то возможности я что-то прошу, ну мы никогда не обращаемся так, нам идут навстречу. Спасибо. И все. Вот так. Спасибо. Что-нибудь почитайте еще, пожалуйста, Ирина, из своих Да, стихов. я хотела бы прочитать не стихи, а маленькую зарисовку, абсолютно маленькую, на тему одиночества. Самое большое одиночество – это одиночество души, когда не просто не с кем поговорить о пустяках или делах, а не с кем поделиться сокровенным, тем, что волнует или радует душу. Что остается тогда? Куда излить эту одинокость? Первый, самый острый момент – слезы, которых никто не должен видеть. Потом успокоиться и начать молиться, но не по канону, а так, будто разговариваешь с близким другом. Это непременно поможет, пусть и не сразу, но поможет. Во-вторых, конечно, в творчество, потому что только так можно выразить то, что, то, что у тебя на сердце, без опаски и без оглядки на окружающих, без боязни, что тебя не поймут. Но как бы хотелось, чтобы чувство одиночества оставалось только в творчестве, растворяясь в слезах или в молитве, а в жизни этого одиночества было бы поменьше. Благодарю за откровенность.